уважаемые почитатели творчества и личности нашего сегодняшнего юбиляра Николая Алексеевича Логинова. Добрый вечер! Сегодняшний вечер – это творческий вечер. В жанре, формате творческого вечера мы проводим. Очень благодарим, что правительство, депутаты, Министерство культуры, университет, студенты, молодежь здесь представлены в этом зале. И это закономерно, потому что творчество, личность Николая Алексеевича, оно, конечно, охватывает многие пласты и сферы нашей общественной жизни, республики, России, мира. Вы, наверное, сейчас убедились в этом. Но я хотел бы, как первый читатель многих произведений Николая Алексеевича, сегодня сказать несколько слов для того, чтобы как-то чуть-чуть объяснить сегодняшний как бы жанр сегодняшнего нашего вечера. С правой стороны директор театра, с левой стороны главный режиссер, в центре я художественный руководитель, и девушка красивая что-то делает. Я хочу вот сейчас, дорогой друг мой, удивительный человек, талант всемирного масштаба, философ, мыслитель. Я хочу Николая Алексеевича Логинова, нашего народного писателя, выдающегося писателя, пригласить к креслу. Здесь он, да. Это я свое кресло ему поставил, чтобы удобно было. Так произошло. Однажды для меня, совершенно молодого человека, пришел ко мне домой Коля Логинов. И он принес книги. Что он мог дать, подарить и завещать, и отправить в вечность? Это, конечно же, книги, в которых сформулированы мысли глубокие, масштабные, фундаментальные. И вот я до сих пор помню, как он эти книги бечевкой простой привязал. Сам в основании был Кулаковский, потом Алампа Сафронов, Неустроев, Платон Аюнский, Семен Данилов, Иван Гоголев, Сафрон Данилов. И завершал это маленькая его книга, которая называлась «Город Дюмачаров». Я эту книгу, до сих пор эти книги храню. И я сейчас думаю о его творчестве, что как раз-то вот из всех этих писателей, наших выдающихся людей народа Саган, как Кулаковский, как Платон Аюнский, вот он обрел, как они, мировую известность. Вот эта мировая известность, она нам дает для, прежде всего, сахатеатру. Да я знаю не только сахатеатру, писателям, людям, которые читают, народу Саган, вот эту вот фундаментальную вот такую вот опору, особенно сегодня, особенно в наше время. И один простой пример его книги, особенно вот книга о повелении Чингисхана, по которому был снят фильм по тайне Чингисхана. Вот эта книга, она совершенно изменила мировой культуре, мировой философии тот период великих империй, и Чингисхана, и последние книги хунские. Оно изменило отношения. Тогда, когда он начинал, это казалось бы совершенно
неправильно оказалось. Спалилась империя, Советский Союз. И в это время он поднял этот вопрос. И доказательством этого один простой пример. Плыл пароход по реке Волга. Деятели культуры проводили какое-то большое мероприятие. Я на этом пароходе был я, как министр культуры, Николай Алексеевич. И было 4 генерала. Генерал Татарин, старые такие генералы. Генерал Башкир, Чуваш и русский генерал. Они тоже отдыхали. И вот они меня встретили, они почтительно, министр культуры. А потом, когда мы остановились в каком-то городе, и когда я поднимался по трапу, эти 4 генерала стояли по стойке смирно. Почему-то они меня не заметили. Когда я повернулся, вдруг по трапу поднимался Николай Алексеевич, и эти генералы подошли к нему по стойке смирно, сказали: Николай Алексеевич, можно с вами побеседовать? Я знаю, что они целую ночь сидели, о чем, о какой военной тайне не разговаривали, неизвестно, это один он знает, и, может, сегодняшние военные, Шойгу, может быть, знает. Но когда он пришел сюда, мы подарили ему его книгу, и Шойгу тогда сказал: это будет моей настольной книгой. Я почему это напоминаю? Да потому что, когда военные люди, они относятся так к художественному произведению, это очень-очень много значит. Это вот случай такой. Дорогой Николай Алексеевич, ты не засыпай, пожалуйста. Так. Я вот сейчас мы начнем наше представление. Те, кто будут выступать, мы построили таким образом. Вначале вот такие выступления творческого вечера, а потом отрывок из спектаклей, которые я поставил в Сахатеатре по его произведениям. Алампа-лампа, Максим Амосов, Хунны, Восхождение, вот новый, я хочу вот вам подарить сегодня новый такой анонс такой сделать. И актеры с удовольствием, с таким каким-то проникновенно они относятся к твоим произведениям, это ты знаешь. Вот, поэтому вот такой сегодняшний вечер мы делаем. Теперь вот директор театра, он хочет вручить сертификат, пока 75 рублей, поскольку тут написали 75, а я не верю этому. Давай, вручаем. Да. Я вот наши китайские друзья и в Москве, и в Китае с огромным пиететом, с огромным каким-то уважением относятся к нашему Николаю Алексеевичу. И они вдогонку тебе, ты, оказывается, не захватил с собой китайский этот... да. Мне сказали, донеси до него. Все равно у него юбилей продолжается, год юбилей еще не завершился. Поэтому я вручаю наш китайский, очень хороший, я еще не пробовал, но говорят. Два читателя. Самый первый, кто не читатель, была Наталья Терехова, Наталья Город. Она с какой-то вот удивительной радостью каждый раз мне сообщала о том, что вот роман или повесть завершается. Посмотри, я видел, как они напечатаны, как у меня все это хранится, если надо будет вернуть, так, да? Ты часто ко мне заходишь. Я очень-очень от имени Сахатеатра с огромным поклоном, с огромным таким уважением и пониманием того масштаба мыслей, которые в твоем произведении есть. Мы тебя поздравляем, поздравляем. Будь всегда таким, ну, таким. Кто говорит по-русски, кто по-якутски. Вот по этому случаю, Николай Алексеевич, помнишь, да?
Башарин говорил. Он говорил так: по такому случаю уместно говорить на великом русском языке, говорил. Видишь, как писатели русские ладят. Валентин Распутин как к тебе относился. Я все это знаю, все это. Если вы не скажете, ну давайте дальше продолжим, я буду стоять здесь и разговаривать долго. Но самое интересное то, что вот на русском языке получается даже произведение даже куда точнее, куда глубже. Вот это тоже интересно. Потому что те мысли, те идеи, о которых говорит Николай Алексеевич, они на многих языках мира напечатаны. Читает на многих языках мира. Каких-то